Дорогие друзья, доброй ночи. Коротко о том, что происходит в Ингушетии. В Ингушетии военная техника практически во всех селениях. Уралы без опознавательных знаков, военные палатки, силовые структуры, силовые подразделения. Это с одной стороны. С другой стороны, 12 активистов задержаны и вывезены в Нальчик, в Кабардино-Балкарию, за 200 километров от происходящих событий. Причем такая ситуация, что некоторые из них задержаны по административной статье правонарушения, а уже в Нальчике им предъявлена уголовная статья. То есть они задержаны за мелкое хулиганство, за участие в несанкционированном митинге. В Нальчике предъявляют уголовное обвинение в нападении на полицейских, которое у нас наказывается очень жестоко. До 10 лет лишения свободы эти люди могут надолго оказаться в тюрьме. И в частности ситуация по одному из активистов, который сегодня тоже всеми обсуждается. Это молодой ингуш Амир Аксанов, который попал в поле зрения камер 27 числа, как раз утром, когда это был бой, не бой, а такая, так сказать, столкновение, когда было столкновение с силовыми структурами в Магасе на площади, когда протестующие бросали в них там стулья. Он попал в камеру наблюдения, был вычислен. Силовики приехали 2 апреля в селе Плиево, его неизвестные силовики арестовали, вывезли в Нальчик, где он до сих пор находится. Он сделал, по-моему, заявление, сейчас это везде обсуждается, что его пытали, что и на нем синяки. Эта информация не проверенная, ее нужно проверять, но тем не менее сегодня эта информация активно обсуждается. У него, кстати, осталось 2 маленьких детей. Ситуация такая непростая с ним. Итак, значит, что мы имеем по факту? По факту мы имеем следующую картину, что Евкуров опирается полностью на внешние силы. То есть о чем говорит то, что людей увозят в Нальчик, то, что задержанных и арестованных увозят в Нальчик из Ингушетии. Помните историю с батальоном ППС с ингушским, который полностью перешел на сторону митингующих. И потом большинство из этих служащих ППС были уволены по статье недоверия. Такая ситуация может произойти в любом силовом подразделении Ингушетии. И Евкуров этого боится, что все силовики начнут переходить на сторону митингующих. То есть это говорит о том, что по сути то, что людей увозят в соседнюю республику, говорит о том, что весь народ сегодня в Ингушетии против Евкурова. И у Евкурова в народе нет никакой поддержки. Возможно, есть какие-то какая-то поддержка среди его личной охраны, среди его людей, среди его тейпа там частично, но это все считанные проценты. А большинство людей Евкурова в Ингушетии не поддерживают, считают его врагом, возможно, считают его оккупантом, предателем, ему не доверяют. И Евкуров об этом знает. Он об этом очень хорошо знает, и поэтому он всех задержанных, арестованных приказывает увозить в Нальчик, в соседнюю Кабардино-Балкарию. Такая ситуация. Значит, эти прогнозы я уже делал, в том, что по сути Ингушетия оказывается в состоянии внешней, оккупации это назвать нельзя, некорректно, но полностью находится под внешними силовыми структурами. То есть изнутри она не контролируется ингушскими силовыми структурами, она не контролируется. Она контролируется внешними силовыми российскими силовыми структурами других российских регионов,
которыми управляет и руководит, частично управляет и руководит, я так думаю, что Евкуров. А очень многие считают, что и Кадыров, что все исходит от Кадырова, что по сути Евкуров это человек Кадырова, и Ингушетия сегодня находится вот полностью под контролем Кадырова и людей Кадырова. Но опять-таки это только предположение. Итак, значит, ситуация, я думаю, что она будет еще больше ухудшаться, что сейчас будут отыскивать все вот эти вот 150 человек, которые до утра стояли на Магазской площади, и которые потом участвовали в столкновении с силовиками. Их всех будут искать, вычислять по селам, их всех будут задерживать, арестовывать, увозить в Нальчик и будут им, так сказать, и будут их, видимо, предъявлять им уголовную статью за нападение на полицейских, то есть, по сути, сажать на длительные сроки. Интересная информация прошла сегодня из Дагестана, да. Но она прошла не сегодня, она уже прошла несколько дней тому назад, что в Чечне были опубликованы в интернете карты, где 7 населенных пунктов, которые находятся на границе с Дагестаном, они и которые являются территориальной частью Дагестана, они помечены на чеченских картах как чеченские. Был большой скандал, карты эти были удалены, и ситуация уже накаляется с двух сторон от Чечни. С одной стороны это Ингушетия, с которой Чечня граничит на западе, и с другой стороны это Дагестан, с которым Чечня граничит на востоке. Ситуация накаляется вокруг Чечни с обеих сторон, и об этом мы поговорим завтра. Спасибо за внимание.